Мы знаем, что Джо Байден выиграл, и мы знаем, что Джо Байден будет следующим президентом Соединенных Штатов. И мы также знаем, что поскольку в стране есть законы и конституция, которые соблюдаются, то у нас будет 14 декабря, мы узнаем, проголосуют выборщики официальные, и 20 января Джо Байден станет официально президентом Соединенных Штатов, когда он примет присягу, вне зависимости от того, если он это сделает перед большой толпой или, скорее всего, по Зуму, кто его знает откуда, но тот факт, что Джо Байден будет президентом, пока что так сказать, не оспаривается никем, кроме президента и его нескольких адвокатов, и, к сожалению, десятков миллионов людей, которые продолжают слушать действующего президента, как будто это слово Божье, хотя факты не на его стороне. Джо Байден уже определился с кандидатурами, он уже представил свою команду, которая, вероятнее всего, займет ключевые посты в Белом доме, и определился с кандидатурами государственного секретаря и советника по национальной безопасности. Вот госсекретарем он намерен назначить своего давнего советника Энтони Блинкена, а между тем советником по нацбезопасности, вероятно, станет один из ближайших помощников Хиллари Клинтон Джейк Салливан. Вот что вы можете сказать об этих людях в контексте нашей ситуации? Стоит ли ожидать какой-то поддержки нашей территориальной целостности от этих людей? Абсолютно. Я в этом смысле рад быть здесь, чтобы, так сказать, принести, обнадежить слушающую публику и зрителей, потому что то, что делает президент, будущий, так сказать, избранный президент Байден, он меняет тренд, потому что до этого у нас был тренд, выражением которого стал действующий президент Трамп, который на позиции послов, он боролся с профессионалами. Мало того, что он хотел, чтобы у него были только люди, которые ему лояльны были, но он еще, это был Джордж W. Буш, мы уже это видели, это представление, когда только лоялисты участвуют в правительстве. Но теперь у нас президент, который кончает свой срок, который при этом атаковал профессионалов. И вот теперь Байден собирается вернуть на это место, в эти важные позиции не каких-то рок-звезд или там представителей бизнеса, а именно профессионалов. Это выглядит относительно скучно, потому что не то чтобы Канье Уэст был там министром иностранных дел, вместо этого это будет опытный человек, который занимается внешней политикой, как вы сказали, более 2 десятков лет, и Энтони Блинкен суммировал свою философию в 3 словах. Он сказал: лидерство, сотрудничество и демократия. И мне кажется, что это все слова, которые должны приветствоваться вашими зрителями, потому что когда Дональд Трамп стал президентом, Америка практически отказалась от лидерства в западном мире. И, как сказал Энтони Блинкен, это нехорошо для Америки, когда Америка перестает быть лидером, потому что на это место сразу либо приходит кто-то, у кого свои интересы, либо просто вакуум, который заполняется сначала плохим, а потом хорошим. Поэтому у нас и будет человек, как госсекретарь, который понимает все эти тенденции. И, конечно, это не будет премьер-министр или президент, который начнет там бомбить Москву. Но это будет серьезный сигнал. Вот новый президент и его команда всем агрессорам, включая Владимира Путина. Также надо отметить, что теперь будет, скорее всего, будет представителем в Объединенных Нациях, Организации Объединенных Наций Линда Томас Гринфилд, который считается большим специалистом по Африке. Так что я не знаю, насколько это поможет украинской ситуации. И третий человек, как вы сказали, Джейк Салливан, он участвовал в переговорах по Ирану, поэтому это его, видимо, сфера экспертизы. Поэтому просто наш следующий президент нашел людей, которые профессионалы, которые будут поддерживать политику, которая была при Обаме, но с определенными изменениями, потому что мы видим, что за последние 4 года эта политика не дала тех результатов, потому что она не была продолжена Хиллари Клинтон. Поэтому сейчас у нас будет возврат, но с изменениями. Как сказал президент Байден, давайте отстроим Америку лучше. Ну, мы о Блинкене знаем не понаслышке. Он бывал в нашей стране. Он поддерживал разрешение предоставить нам летальное оружие, оборонительное оружие для агрессии, для борьбы с российской агрессией. И вот он даже
похвалил Дональда Трампа за то, что тот все-таки выдал нам, разрешил нам получить джавелины. Вот давайте послушаем, что он говорил в 2017 году. Є одна життєво необхідна річ, яка може все змінити. Якщо вся команда рекомендуватиме пану Трампу скасувати обмеження щодо надання летального оборонного обладнання Києву, зокрема протитанкової зброї. Ентоні Блінкен, жовтень 2017 року. Ну вот, он сказал, что необходимо предоставить нам летальное оборонительное оружие, среди прочего, и противотанковое. И, правда, в контексте, что хорошо, что команда рекомендовала это Трампу. Да? То есть он все-таки понимал, что политику делает не совсем президент, да, а команда Трампа. Вот если говорить в контексте нашего сотрудничества с Джо Байденом и возможным новым госсекретарем, о какой еще можно говорить военной поддержке в этом плане? Знаете, тут надо, мне кажется, просто реалистично понимать, что будет и что не будет делать профессиональный политик, президент, который хочет, чтобы Америка была на первом месте в мире, поэтому надо сдерживать и Россию, и Китай, но при этом это человек, который не собирается вводить мир в новый кризис. Поэтому я чувствую, что вместо того, чтобы, как сказать, была, значит, во-первых, надо понимать, что Украина никогда не считалась такой опасной страной на Западе, пока Дональд Трамп не стал президентом и стал нам объяснять, как, оказывается, Украина вмешивается в наши выборы. Поэтому, как только не станет президента Трампа, уже можно будет вздохнуть с облегчением, потому что это кампания агрессии против Украины. Интересно, откуда она ведется. В общем-то, в официальном порядке прекратится. Это уже большой плюс. И главное, что я думаю, что президент Байден будет пытаться сдерживать Путина на глобальном уровне, а не на уровне, так сказать, Калашникова. Но нужно делать и то, и другое. Я думаю, что давление на президенте будет намного больше. Но мы видим и слышим пока сигналы от президента Байдена, что он хочет как бы вообще все скандалы и проблемы, которые сейчас происходит, он как-то хочет их разрешить тихо и спокойно. И тут надо опасаться того момента времени до 20 января, пока Дональд Трамп не покинет Белый дом. Потому что сейчас этот мстительный человек занят тем, чтобы как бы развязать настолько много пожаров, чтобы администрация Байдена была связана по рукам и ногам и не могла как бы восстановить. Потому что сейчас говорят, будет президент Байден, он просто подпишет указ и отменит все, что нам сделал Дональд Трамп. Так вот, сейчас Дональд Трамп делает все возможное, чтобы это было невозможным. Это очень опасное время, и вот время перед рассветом самое темное.